Я сейчас зачитаю резолюцию от чеченской диаспоры Европы. То есть зачитаю начало этой резолюции, а потом уже я хочу сказать, чуть добавить своими словами. Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить свой протест на совершаемый российскими властями терроризм, а именно похищение, унижение и удерживание в заложниках совершенно невинных людей, являющихся родственниками критиков кадыровского режима. За последние 6 недель кадыровцы при поддержке и помощи центральных российских органов власти похитили более 100 человек, среди которых были женщины и инвалиды. Кадыровцы угрожают критикам режима надругательством над их родственниками, тем самым пытаясь задеть самое дорогое для чеченца честь и достоинство. Двум критикам режима кадыровцы прислали фотографии их родных сестер, где показаны эти надругательства. Если деятельность диссидентов против Кадырова не прекратится, то есть это было как бы ультиматумом, угрозы надругательства над женщинами поступали и к другим критикам режима. 26 декабря 2021 года Кадыров официально заявил, что сделает все возможное, чтобы устранить критиков режима. 26 декабря на пресс-конференции он отрицал факт похищения этих людей, но тут же перешел к угрозам, заявив, что он готов отвечать перед любым судом и трибуналом, однако обязательно отомстит своим критикам. Он также добавил, что родственники критиков должны нести коллективную ответственность и что кровную месть никто не отменял. Данное заявление было опубликовано на российских государственных телеканалах. Я дальше не буду все зачитывать, потому что текст большой. Вы это выставите в интернете. Ну вот что я хотел добавить. Сегодня, как мы знаем, причина того, что мы здесь собрались, это показать, что мы есть, что мы против террора этих преступников Путина и его мегатинцев Кадырова. Так вот, совершается этот террор, и они переходят на такие методы, которые чеченский народ никогда в жизни вообще в своей истории не видел такое. То есть мы столкнулись с этим впервые. Такие мерзкие методы, когда начали захватывать женщин, начали публично их оскорблять, унижать, захватывать родственников, также их публично унижать. Такого у нас не было. И последние угрозы этим критикам, общественным деятелям, активистам, которые прозвучали от этих предателей чеченского народа, от именно Делимханова, этого Кадырова и других, что они выступили с такой речью и сказали, что будут резать головы этим критикам. Я хочу подчеркнуть это. В некоторых средствах массовой информации говорится, что это якобы подчеркивается, якобы это какие-то чеченские методы. Нет, это не наше. У нас никогда такого не делалось. И это мы не делали. Это мы впервые получили. Мы получили это от российских спецслужб, от Путина. Когда пришел Путин, он принес с собой именно багаж этих методов. Именно этими методами, чтобы подавить народ, подавить свободу слова, подавить демократию. Вот так пришел Путин к власти на нашей крови, на таких методах, на этом терроризме. Но своим соотечественникам я хотел бы сказать, что мы должны выходить, и мы будем выходить. Мы видим настроение людей, мы видим, что люди кипят, и люди хотят многое сказать, но, алхамдулиллах, нас никто не остановит, иншаллах.
ни такие методы, никакие угрозы нас не остановят. И мы будем идти до конца. Иншаллах. Иншаллах. И еще хотел бы добавить, сегодня так совпало, что мы собрались в тот день, когда российские террористы совершили теракт в поселке Новой Алды. Были убиты мирные жители, были убиты старики, пожилые женщины, их расстреливали, их сжигали. Вот на этой крови, на этом терроре пришел Путин, а затем они установили вот этот режим, который управляет этот Путин. И те действия, которые сегодня совершаются на чеченской земле, совершается именно с позволения и с указания Путина. Вот где виновник, и вот кто в первую очередь должен отвечать за это. И иншаллах они ответят. Аллаху.